Между двумя населенными пунктами, поселком Карабаш и городом Лениногорск, у подножия красивых гор расположился конный двор Алмакай. Познакомьтесь, это наш фермер Фарид Набиуллин, который занимается разведением коней татарской породы. Небесные кони. Именно так называют эту породу лошадей. А почему, вы узнаете дальше. Только смелые и любящие свою родину люди могут заниматься таким важным делом, как возрождение традиционного средства передвижения, данного человеку самим Богом. А это символ конного двора, жеребенок по кличке Алмакай. Алмакай, кель мында, кель Алмакай, кель. Ой, Алмакай акыллы. Вот это біздің Алмакай. Он символ, вот именно у нас татарская порода, вот именно будет вот видишь, такая, да? С белой, да, вот такая. Ага. Это молодая еще. Здесь содержится более 150 лошадей татарской породы, за которыми помогают ухаживать молодые ребята, в том числе и старший сын Фарида Набиуллина. За чашкой вкусного чая Фарид поведал мне историю своей жизни, которая привела его к уверенности в том, что незаслуженно забытая татарами порода небесных коней должна возродиться, потому что у каждой уважающей себя нации должна быть своя порода лошадей. А еще это дань нашим предкам, которые передали нам это чудесное создание. Благодаря Чингисхану татарские кони в большом количестве сохранились в восточных странах. Именно на этих лошадях Чингисхан завоевал множество народов, и все за счет их неприхотливости и выносливости. Даже существует легенда о том, что Чингисхан приказал вылить в полный рост 2 коней из чистого золота в знак благодарности этим красивым созданиям. Татарские кони заметно разнились от других пород того времени, прежде всего необычной мастью. Кобылицы обладают светло-булатной, золотой мастью, белой гривой и белым хвостом. Жеребцы имеют светло-гнедую масть с золотистыми отливами на туловище. У этих лошадей грудь широкая, шея толстая, голова большая. Несмотря на это, ноги у них короткие и тонкие. Татарских коней принято называть низкорослыми. Рост у них от 135 до 145 сантиметров. Они очень легко выносят и холод, и жару – 40-45 градусов. Им не нужны теплые конифермы. Татарские кони по природе – иноходцы. Они способны на протяжении 7-8 часов находиться в непрерывном движении. Поэтому на длинных дистанциях им нет равных соперников. В день они могут пробегать до 200 километров. И еще одна очень важная отличительная черта – они рождаются иноходцами, тогда как другие породы лошадей приходится обучать этому. Иноходь – это вид аллюра, особое движение лошади. Необычность такого бега заключается в одностороннем переставлении ног. Благодаря такому движению наездник чувствует себя комфортнее. Он как будто летит. Именно поэтому этих лошадей называли небесными конями. Пока этот вид аллюра на ферме Алмакай не развивают,
потому что такие соревнования на выносливость еще не популярны в Татарстане. Но местные ребята участвуют на обычных скачках во время Сабантуя и других праздников, и поэтому они постоянно тренируются. Atlar şaba kim uzardan yarışı İndirinşi bulur işin var kışına taraşı Şabak ilgen tuparlarının jilet var yağların Gümüşüm şınlap falan dağalı kıyaklarının Şabak ilgen tuparlarının Şınlap hava dağalı kıyaklarım Şabık tugel ışıkkına ilerler ak muzaklar Hiçkine de kuz iyer mi uskenderme panaklar Şabık ilgen tuparlarının jiletları yağların Gümüşüm şınlap hava dağalı kıyaklarının Şabık ilgen tuparlarının jiletları yağların Gümüşüm şınlap hava dağalı kıyaklarının Конечно же, за лошадьми надо следить и ухаживать, так же, как за любым транспортным средством. Сейчас наши ребята погонят стадо на водопой, и мы увидим этих коней в их естественной среде обитания.
Как и в любом стаде, должен быть вожак. Здесь он тоже есть, и его зовут Султан. До этого я случайно заснял его во время конфликта в стаде. Ой, дерутся. О. Султан – это вожак табуна. Он как бы помогает держать стадо вместе, чтобы они не расходились, не разбегались. Все как бы его слушаются, боятся. И он все время вовремя приводит домой всех. Здесь, возле водопоя, мы долго не могли найти Султана. Как оказалось, он задержался. И нам выпала удача заснять его отдельно, Он? спешащего к своему стаду. Да, Султан. Догоняет стадо. Видишь, как специально, отдельно прям для вас бежит. Позирует. Ага. Давайте еще раз посмотрим на самого сильного и грациозного татарского коня. Здесь, в Татарии, своеобразная красивая природа. С высоты здешних гор мы случайно увидели лису. Здесь она охотится на сурков. Прямо на территории фермы у подножия гор находится родник. На конном дворе не бывает скучно. Всегда есть на что посмотреть и даже улыбнуться.
А еще здесь бывает весело от детского смеха. Ведь сюда можно приезжать и отдыхать со всей семьей или с друзьями. Здесь можно отведать вкусный чай, приготовленный на дровах в старинном самоваре. Детям здесь всегда есть чем заняться. Сейчас водичка должна потечь. Водичка, ну там мой дух. Давай. Не, что он не сюда? Невозможно общаться. Точно? Местные ребята для вас проведут экскурсию по всем интересным местам фермы. Это жеребец Амадей, ему год. Это английский рысак. Можете погладить, это вот Чики. Можно потыр Это татарский конь тоже, он у нас участник скачек. Это Батыр, Он приехал недавно у нас в Казани. 2 года он у нас в аренде в Казани находился. Катал в Кремле людей в карете. Он не укусит? Нет, он не кусается. Остальным по 3, Такие прически, главное, у всех разные. Это у него просто челка очень длинная была, примерно вот отсюда, и вот так отрезана. Общение с природой и с животным миром делает человека добрее. Ну и, конечно же, после того, как на ваших глазах запрягут лошадь, вы сможете прокатиться на ней и осуществить свою мечту. Люди приезжают сюда, чтобы научиться держаться в седле. Спину выпрями. Мне тоже впервые в жизни удалось осуществить мечту и почувствовать себя наездником. Вы можете сделать здесь интересные фотографии и производить интересные съемки на лошадях. Ну а если испортится погода и пойдет дождь, вы можете спрятаться под навесом или отсидеться в настоящем деревенском доме. Что можно еще сказать? Лично мне надолго запомнилось время, которое я провел на этом конном дворе. Фарид Набиуллин сердечно приглашает всех желающих прикоснуться к своей истории, к этим удивительным созданиям, которых называют небесными конями. Здесь вы сможете отдохнуть прежде всего душой, с вашими родными и друзьями. Надеюсь, каждый из вас присоединится к словам благодарности Фариду Набиуллину за его труд и любовь к своей родине. Пусть ему сопутствует удача во всех его добрых начинаниях.